Футбольные клубы Приволжья продолжают борьбу за награды Кубка федерального округа. Напомню, Чувашию в борьбе за почетный трофей представляют 3 клуба: Вурнарский «Химик», Цивильский «Бомик» и Чебоксарский «Спартак» Ядрин-Молоко. Итоги 4-го тура подведет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В чем сила, брат? Ответ на этот вопрос вместе с культовым героем нулевых годов российского кинематографа Данилом Багровым ищет и игроки футбольных клубов Чувашии, заявленные в розыгрыше Кубка межрегионального футбольного союза Приволжья. В поисках сакраментального ответа команды объединили усилия в очном противостоянии 4-го тура розыгрыша Кубка МФС Приволжья. Роль хозяев отводилась столичным гладиаторам, которым было за что не жалеть живота своего. 2 неделями ранее в Цивильске красно-белые уступили с разгромным счетом 1-6. Специалисты в прогнозах на матч были осторожны. У команды, мне кажется, сейчас одинакового уровня. То, что там произошло в Цивильске, это со всеми бывает в футболе. Недоразумение, можно сказать. Будет борьба, само собой. Но я думаю, что Бомик выиграет. И, может быть, минимально 3-2. Догадки о тактике и стратегии игры развеялись после свистка арбитра. Несмотря на половину заполненную центральную трибуну, столичная торсида безмолвствовала. Впрочем, и исполнители на поле явно не торопили события. Если действия гостей можно было оправдать отсутствием пропускавшего матч капитана команды Алексея Лесина, то вот действия бело-красных мы попросили прокомментировать капитана. Сделали выводы после ошибок, совершенных в Цивильске. Однако небольшая недоконцентрация не позволила выиграть. Большое спасибо болельщикам. Бомик, ведомый в бой одним из лучших футбольных наставников Чувашии Сергеем Ивановым, выводы умеет делать и после мощных побед. Выждав паузу протяженностью в игровой час, черные пошли в атаку и за 3 минуты стараниями Ильи Федотова и Вадима Богородского практически сняли вопрос о победителе. Ну а третий мяч в ворота хозяев залетел уже в добавочное время. Так что после более чем убедительной победы со счетом 3-0 нами и был получен ответ на вопрос, заданный в начале сюжета. Конечно, ждали ответного сильного сопротивления, так как команда играет дома, «Спартак», при своих болельщиков. У них замечательные болельщики, сегодня полно пришло, плюс трибуны все были заполнены. Конечно, мы готовились, для нас каждый матч как серьезный, и мы ко всем матчам абсолютно готовимся. Согласно регламенту Кубка МФС, из подгруппы в финальную часть розыгрыша почетного трофея выходят все команды. Так что, как уверил нас капитан молочного «Спартака», все разборки еще впереди. Ну а играющий в группе А Вурнарский «Химик» Август записал на свой счет 4-ю победу. На сей раз над коллегами из спортшколы Ульяновска. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.